Здравствуйте, уважаемые телезрители! В студии Арифа Кабба. В эфире еженедельная передача «Вокруг Абхазии». Мы рассказываем о важных событиях во внешней политике, заметных мировых новостях, приводим мнения экспертов, анализируем происходящее. Итак, начнем. Министерство иностранных дел Республики Абхазия с вниманием отнеслось к заявлению официального представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой относительно последствий вступления Грузии в Европейский Союз и разделяет позицию России относительно последствий вступления Грузии в ЕС. Внимательно следим за развитием внешнеполитического курса Грузии и отмечаем, что политика Грузии не способствует укреплению доверия в регионе, что подтверждает ряд фактов. Периодические заявления грузинской стороны, военное сотрудничество с НАТО, отказ от подписания с Республикой Абхазия юридически обязывающего соглашения о неприменении силы. Политика Грузии, направленная на международную изоляцию Республики Абхазия. Серьезную обеспокоенность вызывает военное сотрудничество Грузии с НАТО, которое заключается в том числе в проведении совместных учений на территории Грузии. Подобные действия не могут не рассматриваться как фактор, негативно влияющий на региональную стабильность и повышение уровня напряженности, отмечается в официальном комментарии внешнеполитического ведомства. Другим серьезным дестабилизирующим фактором является деструктивная позиция Грузии, выражающаяся в частности в отказе от подписания юридически обязывающего соглашения о неприменении силы с Республикой Абхазия, что является главной целью международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. В свою очередь, абхазская сторона на каждом раунде дискуссий подчеркивает важность активизации усилий по заключению данного юридически обязывающего соглашения, отмечено также в комментарии. Исходя из вышеизложенного, следует, что именно Тбилиси препятствует формированию устойчивой архитектуры безопасности в регионе, отмечают в абхазском МИД. К другим темам. Владимир Зеленский нанес визит в Баку, где провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. По итогам встречи азербайджанский лидер заявил, что между странами существует, цитата, «прекрасные возможности для совместного производства продукции военно-промышленного комплекса». Азербайджан и Украина имеют хорошие возможности для совместного производства продукции военного промышленного комплекса. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в Габале, выступая совместно с украинским президентом Владимиром Зеленским заявлением для СМИ, передает Интерфакс. Зеленский прибыл в Азербайджан 25 апреля. Алиев сообщил, что он и Зеленский обменялись мнениями по вопросам военно-технического сотрудничества. Политик отметил, что как в Азербайджане, так и на Украине развивается военно-промышленный комплекс и имеются прекрасные возможности для совместного производства, в целом для совместного производства в промышленной сфере. Он заявил, на взаимной основе Украина и Азербайджан в рамках международных организаций поддерживают территориальную целостность наших стран. Мы видим развитие военных индустрий, ВПК, и мы можем также посмотреть на наше совместное производство. В производстве у нас есть чудесные возможности, отметил он. Азербайджанский лидер добавил, что сотрудничество Баку и Киева имеет очень прочную политическую основу. По словам Алиева, Азербайджан и Украина во всех международных организациях взаимно поддерживают и будут поддерживать суверенитет и территориальную целостность друг друга. Глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе визита в Азербайджан выступил с инициативой провести мирные переговоры между Россией и Украиной на территории этой страны. Соответствующее заявление он сделал на совместной пресс-конференции с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым. Мы сообщили президенту Азербайджана, что готовы к трехсторонним переговорам. Такие встречи уже проходили в Турции, затем в Швейцарии с участием американских партнеров. Разумеется, при готовности России к дипломатии мы готовы в ближайшее время провести такие переговоры в Азербайджане, заявил Зеленский в ходе брифинга. Кроме того, стало известно о подписании в рамках визита 6 двусторонних документов между двумя странами. Зеленский назвал приоритетным направление сотрудничества вопросы безопасности и обороны промышленного комплекса, а также отметил важность увеличения товарооборота. Политолог Василий Вакаров в
обзоре для аргументов и фактов обратил внимание на тему, которую заявил украинский политик в ходе пресс-конференции. У Зеленского была, на удивление, короткая речь. Наверное, его предупредили о лимите времени, отметил он. По словам Вакарова, основной темой выступления Зеленского стала трехсторонняя встреча России, США и Украины. Он много говорил о конфликте на Украине и о боевых действиях в Иране. Зеленский понимает, что Америка занята делами Ирана, Украина на втором или даже на третьем плане, и он решил педалировать на двух моментах. Азербайджан территориально находится почти рядом с Ираном. Зеленский пытается продать картинку, что есть два конфликта с боевыми действиями на Украине и в Иране. И, возможно, рано или поздно они сольются в один. То есть он угрожает всему миру. И на этом фоне Зеленский предлагает встретиться с российской делегацией, сказал эксперт. Визит Зеленского прежде всего имеет символическое значение. Он посетил Азербайджан впервые после начала СВО. До этого Зеленский побывал в Баку в декабре 2019 года, пишет в своем телеграм-канале «Донской казак» политолог Сергей Маркедонов. Далее эксперт отмечает, что и в российских, и в зарубежных медиаресурсах апрельский вояж Зеленского в Азербайджан стали обсуждать в привязке к динамике взаимоотношений Баку и Москвы. Мол, где отношения между Прикаспийской республикой и Украиной активизировались на фоне кризиса эмоций. И, конечно, риторические вопросы, как же так, если совсем недавно российские и азербайджанские представители объявили, что этот кризис исчерпал себя, пишет Маркедонов, и при этом подчеркивает, что отношения между Россией и Азербайджаном, конечно, крайне важны не только в двустороннем формате, но и для всего постсоветского пространства, но важно четко понимать, уверен политолог, внутри ближнего зарубежья России межгосударственные отношения имеют свою внутреннюю логику и самоценность, и они зачастую строятся не как перманентный выбор между Москвой и Вашингтоном. Далее он особо подчеркивает, что наряду с традиционным для Украины западным направлением ее политики резко активизировались и на Востоке. Заявление о дронопомощи во время военного противостояния в Иране, визиты Зеленского в Турцию, Сирию, в Дамаск – это был первый его визит после свержения Башара Асада в Саудовскую Аравию. Буквально в канун поездки в Азербайджан он провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии. Украина пытается застолбить свое место в странах так называемого мирового большинства и глобального юга, уверен Маркедонов. И это тоже должно быть в фокусе внимания, по его мнению. Подробнее тему мы обсудили с политологом Артуром Атаевым. Предлагаем вам интервью с ним. Здравствуйте, Артур Викторович. Сегодня мы хотели бы в основном поговорить с вами о встрече, визите Зеленского в Баку, его встрече с Ильхамом Алиевым. Как вам кажется, в чем основная цель этой встречи? Вообще, что вот можно читать за полями, скажем так, вот этой встречи? Ну, дело в том, что российское влияние, как ни странно прозвучит, в мире растет. Это первая причина. Никто не ожидал, что настолько эффективно будет противостояние с Западом, что более чем 50 государств мира фактически будут осуществлять довольно системную работу по подрыву российской государственности как извне, так и изнутри. К этому надо готовиться. К победе, к обязательной победе России нужно готовиться с таким странам, как Азербайджан и Баку. В каком контексте? Дело в том, что если обращать внимание на те форумы, которые прошли в Нагорном Карабахе, то одна из самых представительных делегаций в Нагорном Карабахе была делегация украинских журналистов, украинских политиков, которых откровенно подбадривал действующий президент Ильхам Гейдарович Алиев. Что он говорил? Что ни в коем случае нельзя признавать какое-то отторжение части территории бывшей Украинской ССР в пользу России. И он об этом четко декларировал. Вот первый итог или первая причина, скорее всего, которая спровоцировала визит Зеленского в Баку и взаимодействие на уровне Зеленский и Ильхам Алиев, а это очень частое было взаимодействие. На полях европейских саммитов всегда встречались Зеленский и Ильхам Алиев. Они всегда говорили на английском языке, кстати, хотя в среде руководителей стран СНГ принято говорить на русском. Вот
этот мотив был ключевым. Но помимо этого, дело в том, что Азербайджан оказывает гуманитарную помощь, довольно серьезную помощь Украине. Это второй мотив. Третий мотив – это военно-техническое сотрудничество. Дело в том, что Азербайджан обеспокоен, как бы там ни было, но он обеспокоен ситуацией вокруг Ирана и, собственно, внутри Ирана. И дело в том, что в условиях вот колоссальных инвестиций, которые идут со стороны Запада в так называемый украинский оборонный проект, они очень интересны Азербайджану. Те же беспилотники и производство их, оно сейчас становится одним из самых актуальных и востребованных в целом военно-промышленном комплексе мира. А для Азербайджана этот проект интересен. Зеленский его презентует не только в странах Ближнего Востока и Запада, он хочет презентовать и в странах Южного Кавказа, в странах Закавказья. Это третий мотив, который способствует или способствовал их встрече и взаимодействию на регулярном, довольно высоком государственном уровне. И четвертый аспект, на который бы я обратил тоже внимание, это, конечно, финансовая помощь, непосредственно финансовая помощь, в которой сейчас активно нуждается Украина, потому что уже все политики более-менее высокого уровня украинского пошиба заявили о том, что тех 90 миллиардов, которые выделены после победы Мадьяра в Венгрии, а их недостаточно для развития экономики и оборонной промышленности и, собственно, системы внутреннего политического уклада на Украине. Их недостаточно, нужны деньги. И Азербайджан сейчас это динамично развивающаяся экономика, одна из самых динамично развивающихся экономик. Поэтому здесь это четвертый мотив, который очевиден. Ну, я думаю, еще много что не видно нам, и то, что всплывет позже, но пока это так. Многие эксперты, наблюдатели за всем, что происходило в Баку, они часто рассуждают об этом с точки зрения того, что вроде бы как недавно заявлено было МИДом России и также азербайджанскими дипломатами о том, что кризис эмоций, как это называлось, преодолен. И вот эта встреча, она рассматривается с точки зрения, вот, скажем так, российско-азербайджанских отношений. Вот тут что бы вы могли добавить и прокомментировать? Ну, конечно, контекст российско-азербайджанских отношений, он очень актуален, потому что, ну, во-первых, Азербайджан продолжает демонстрировать жесткую риторику в отношении России. Это на уровне депутатов парламента, на уровне органов исполнительной власти, глав органов исполнительной власти и на уровне, собственно, вице-президента, первого вице-президента и президента. Вот это, несмотря на то, что вот последнее заявление российской стороны о том, что конфликт вокруг крушения самолета авиакомпании «Азал» урегулирован, это фактически знак для азербайджанской стороны. Несмотря на это, азербайджанская сторона продолжает активно пытаться, поддавливать, если так можно, на российский сегмент присутствия в Южном Кавказе или в Закавказье. На этом фоне продолжают находиться в местах лишения свободы те граждане, которые задержаны, российские граждане, большинство из которых имеют статус, такой неформальный статус релокантов. И, конечно, вот это охлаждение на уровне екатеринбургских событий или на фоне екатеринбургских событий, на фоне довольно активной работы миграционных служб и правоохранительных органов вокруг Санкт-Петербургской диаспоры или попыток работы. Дело в том, что я думаю, что тут Ильхам Алиев может придерживаться риторики и политики следующей, когда с помощью Украины, там, кстати, очень активна азербайджанская диаспора, она очень много собирает денег в Азербайджане в самом и сама жертвует на ВСУ, показать России такой консорциум, такую дугу или союз антироссийских государств в рамках постсоветского пространства или на территории постсоветского пространства. Это тоже форма давления на Россию. Конечно, всегда так было. Взаимодействие с Зеленским, если оно осуществляется, то это форма давления на Россию однозначно. Это знак, такая своеобразная дипломатическая семиотика, эмблематика. А еще вот интересный такой момент, что, выступая на брифинге в Баку, Зеленский заявил, что в принципе Азербайджан мог бы стать, скажем так, следующим местом, где будут проведены переговоры. Да? Вот как вам кажется, насколько это реалистично?
Дело в том, что турецкий формат, наверное, себя еще не исчерпал. Об этом тоже говорят как российские, так, кстати, и украинские политики. Но Азербайджан сегодня это, я думаю, не совсем готовая площадка, исходя из, опять-таки, из той риторики, которая сейчас официально в Баку проводится. Более того, для такого серьезного всеобъемлющего конфликта, а в конфликт на Украине в той или иной степени вовлечено порядка 75 государств, кто на экономическом уровне, кто на политическом, кто на военном, нужна авторитетная, базовая дипломатическая площадка. Пока Баку, он не потянет. Это не авторитетный политический узел, который имеет такой бэкграунд, который имеет опыт разрешения сложных политических проблем. Хотя, конечно, и с западной площадки они дискредитировали себя. Скорее всего, здесь нужна явно нейтральная сторона. Обращаю ваше внимание, что Ильхам Алиев, он, по крайней мере, риторически и экономически поддерживает исключительно одну сторону, украинскую. И он об этом публично говорит. А в этих условиях модератором, переговорщиком, инициатором переговорного процесса должна быть сторона незаинтересованная, как минимум незаинтересованная. Да, и еще один такой интересный момент. До того, как побывать в Баку, Зеленский был в Саудовской Аравии, насколько мне известно, также был в Сирийской Арабской Республике. Вот эта его активизация в этом регионе мира, как вам кажется, с чем это связано? Дело в том, что эти все королевства, и Эмираты, и Саудовская Аравия, они проявляли традиционно, и даже новый руководитель Сирии, они проявляли свою заинтересованность именно как площадка медиации, как площадка переговорная. И не раз об этом говорили. Более того, эмиратский формат, он доказал свою эффективность. Катарский формат доказал свою эффективность. Эмираты самые активные переговорщики в плане того, чтобы реализовывать реальную программу обмена пленными. И, конечно, этот ресурс не учитывать нельзя. Более того, Зеленский откровенно продавал технологии, причем западные технологии. Об этом он, кстати, не скрывал. Производство беспилотной авиации. И он готов в данном случае, по крайней мере, по результатам тех заявлений, которые прозвучали, и тех реальных практических результатов, он готов быть своеобразным поставщиком беспилотников в эти страны. Особенно в условиях, когда Иран довольно динамично развивается в этой сфере и демонстрирует определенные успехи давления, в том числе и на монархии, на ближневосточные монархии. Иран научился защищаться. Зеленский думает, что он научится защищаться и Объединенные Арабские Эмираты, и Королевство Саудовской Аравии. Понятно. Артур Викторович, благодарим вас за то, что вы нашли время ответить на наши вопросы. Продолжаем передачу. Ошеломленный Вашингтон столкнулся с острыми вопросами о политическом насилии и контроле над огнестрельным оружием в воскресенье после того, как на престижном мероприятии для СМИ, на котором присутствовали Дональд Трамп и высокопоставленные чиновники Белого дома, прозвучали выстрелы. Накануне вечером мужчина напал на агента секретной службы на контрольно-пропускном пункте в вашингтонском отеле «Хилтон», после чего был схвачен и арестован, напоминает The Guardian. Трампа и Меланию Трамп поспешно вывели с ежегодного ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома, а гости бросились прятаться под столы. Самого Трампа часто критиковали как подстрекателя к язвительным и провокационным высказываниям. За последние 10 лет он призывал толпу выбить дурь из протестующих, призывал сторонников, цитата, «сражаться изо всех после своего поражения на выборах 2020 года» и размышлял о том, что с преступностью можно было бы покончить в один по-настоящему жестокий день, если бы полиции было позволено это делать необычайно грубой силой. Выступая в субботу в зале для брифингов Белого дома, президент охарактеризовал стрелка как очень больного человека и волка-одиночку, психа, добавив: «это сумасшедшие люди, и с ними приходится иметь дело». Отвечая на вопрос репортера о том, стало ли политическое насилие просто платой за ведение дел в современной Америке, президент с видом покорности судьбе
не заявил, это опасная профессия. Но такое представление побудило вашингтонских политиков по-новому взглянуть на себя со стороны. Аналитик Лан Хи Чен отмечает, политическое насилие, похоже, действительно стало частью ведения бизнеса, но оно не должно быть нормальным. Это не должно быть нормой. И это то, что мы не должны упускать из виду. И в конечном счете именно общественные лидеры должны задавать правильный тон. Я думаю, президент сделал это на своей пресс-конференции прошлой ночью. Полагаю, что важно, чтобы другие последовали его примеру. Но в конечном счете мы не должны говорить, что мы к этому привыкли. Это Америка. Такое случалось и раньше. Кто-то должен подвести черту, и мы видели это уже слишком много раз. В воскресенье Джейми Раскин, конгрессмен-демократ, осудил нормализацию насилия, связав последний инцидент с более широкой эпидемией массовых расстрелов в школах и общинах. Раскин сказал в интервью CNN State of the Union: «Мы не справились с этой проблемой, и ежегодно мы теряем тысячи людей из-за насилия с применением огнестрельного оружия. Каждый день в стране убивают 100 человек. В Америке больше оружия и телефонов, чем людей», отмечает The Guardian. Администрация Трампа столкнулась с критикой за отказ от инвестиций в безопасность оружия и психическое здоровье, которые получили двухпартийную поддержку. Подозреваемый, которого правоохранительные органы опознали как 31-летнего Коула Аллена из Калифорнии, напал на контрольно-пропускной пункт, расположенный на уровне вестибюля, этажом выше главного банкетного зала, после чего был обезврежен. При нем был дробовик, пистолет и несколько ножей. Сотрудник секретной службы в форме получил пулю в грудь, и только бронежилет спас ему жизнь. На этом у нас сегодня все. Будем продолжать держать руку на пульсе событий. До новых встреч в эфире.